мировое сообщество, что они делают? Почему они сидят сложа руки? Я не знаю. Каждый человек должен иметь свободу выбора, должен иметь возможность свободно жить. Если кто-то там, на том же Западе может свободу выбирать, как хочет жить, почему мы не можем эту свободу иметь? Весь конфликт основывается на этом. Террорист Путин уничтожает чеченский народ. Почему они бомбят, уничтожают мирных людей, я этого не понимаю. Все, кто смог отсюда уехать, у кого были возможности, были связи, они уехали. Нам тут деваться некуда, мы не хотим покидать свою землю. Президента Чеченской республики Ичкерия избирает и назначает не Путин, а чеченский народ. Я получил мандат от своего народа быть президентом 5 лет, и об этом хорошо знает Путин. Гуманитарная помощь, которую нам присылает Ельцин, его правительство. Вот эта штука награждает мирное население. Тут ни одного боевика нету. С кем они воюют, я не могу понять. Вот видите, это школа. Вот этот мой кабинет разбомбили, не знаю, и начали там объявлять в России, значит, объявлять, что это оружейный склад, что там хранились, там делали оружие. Вот школа, вот больница, я не знаю, вот люди, которых бомбили, мы не знаем, что делать. Что касается разрушений, то по большей части те эмоциональные выступления, которые были здесь, не имеют достаточных оснований. Практически населенные пункты не подвергались ударам авиации и артиллерии. БМП взяли. Я ее видел вчера. Видел? Да. Вот оттуда. Вот. Качественно вооружение российской группировки, конечно, изменилось. Они применяют новые виды, даже не техники, а технологии. Какие-то есть у них. Более оснащенная она на вид кажется. Ну, хотя все так же, как плохо обеспечена. Сегодня коммунисты чеченского происхождения и коммунисты российского, советского происхождения, сегодня они пошли на Чечню. Всю ношу, которая была направлена именно Советским Союзом, своим коммунизмом, была направлена против всего мира. Сегодня мы все это взяли на себя. И я думаю, с этой коммунистической заразой мы здесь справимся. Ну, воевать вместе со своими братьями. Ну, что мне еще делать? Все думают, что мы за доллар воюем, а это брехня. У нас есть одно, брат. Всевышний с нами. Это самое сильное оружие. И дух у нас сильный. Русские – это безбожники. Среди них есть малая часть верующих людей, люди, которые боятся Бога. Как дальше жить с Россией? Будете? Собираетесь? Как да я терпеть не могу эту Россию. Ни русских, ни Россию. Не знаю, что будет. Ельцину на задницу я желаю вот этот, а Путину на морде вот этот желаю. Клянусь, их победа не будет. Они позором уйдут и оставив своих раненых и трупов. От батальона ничего не осталось. Один ты остался. Один ты, да. Командир вот, остальные здесь, другие там. И ты один остался. Чудом. Защищаем свою родину, свою независимость. Мы их не звали, мы не к ним оружие пошли. Мы не мародеры, мы не грабители, мы у них людей не воровали. Вчера они поубивали, вон, в поселке, мирных жителей, говорят, бандиты. Какие бандиты? Они бандиты. Так, ты скажи, как ты сюда попал? Я попал год назад по срочной службе. Родители есть? Есть. И мама знает, что ты в Чечне или не знает? Не знал. Посмотрите на них. Пусть Путин делает вывод из этого. И пусть тот фиг, который он показал, пусть ему Россия покажет вот это вот, то, что он показал чеченскому народу. Пусть он показывает вот это русскому народу. Вот скажи, что бы ты сказал Путину, Ельцину? Политика Российской империи продолжается. И Запад, Америка сегодня гадает, когда идет самая человеконенавистническая история человечества, невиданная ни у нацистов, ни у фашистов, ни у кого, уничтожение народа, Клинтон озабочен. Вот такое на земле происходит. У такого мира нету будущего.